Дорогие зрители, мы сегодня записываем онлайн-подкаст, и в гостях у студии Райдиан Игорь Дмитриев, политконсультант. Вы его знаете по каналу, если говорить адрес в Телеграме, то «Русский ориенталист». Я почему-то так запомнил твой канал, когда адрес надо было быстро найти или кому-то сказать. Да-да-да. Это один из ведущих телеграм-каналов, посвященный политике, особенно событиям в Восточной Европе. И сразу же первый вопрос, почему вообще мы с Игорем связались. Мне, например, интересно, как, Игорь, ты видишь динамику взаимоотношений между Россией и Грузией? Я так понимаю, что в основном у тебя аудитория осетинская, Да, и, наверное, части ее это будет неприятно, но я считаю, что российско-грузинский конфликт это вообще нонсенс, это какая-то жуткая историческая глупость, потому что две страны объективно должны быть тесно связаны, и, собственно, они и были связаны последние 200-300 лет. И единство историческое, культурно-религиозное, экономические интересы, взаимопроникновение элит, когда ходишь по московскому кладбищу, видишь могилы 19-20 века, и там, львиная доля грузинских фамилий. Очень большая, чем, не знаю, в Москве на старых кладбищах это может быть 20-30% могил грузинские. То есть вся грузинская элита выезжала в Россию, и опять же внутри российской культуры грузины занимали очень заметное место. Да? И тут даже не только политические лидеры, но и просто Грузия была чем-то вроде Италии, такая советская Италия или российская Италия, то есть южная страна с пальмами, солнцем, морем, вином, колоритными людьми, знаешь, какими-то очень яркими, интересными манерами, и весь образ, он был частью большой российской или советской культуры. И разрыв этот, с одной стороны, сделал существование Грузии бессмысленным, потому что не в Европе, куда они стремятся, в общем, они не производят такого сильного впечатления, как в России. Там есть сама Италия, то есть есть тот основной образ, под который грузины работали, да, под который они имитировали внутри российской культуры. То есть рано или поздно это возвращение произошло. И произошло оно каким-то путем непубличным, через экономические связи. Да, сейчас Грузия в качестве такого транзитного торгового транспортного центра используется, с помощью которого обходятся санкционные ограничения. Но это произошло бы, может быть, по другим причинам и через несколько лет, через несколько десятилетий. Другое дело, что теперь не ясно, как найти общий язык с грузинским населением, которое достаточно жестко и негативно относится к России вообще и российской политике в частности. И как решать судьбу Абхазии и Южной Осетии, которые фактически являлись все это время заложниками этого конфликта. То есть, по моему мнению, решить его намного проще было 30 лет назад, в начале 90-х, либо надавив на Грузию, чтобы она особый статус этих территорий, этих республик утвердила, либо какими-то другими путями, может быть, у Москвы была масса инструментов, как убедить грузинское правительство. Но на тот момент Москва слабая была, да. Да. В любом случае, Москва, экономический центр, я думаю, просто не сколько даже слабая, сколько им было плевать. Они занимались разделом активов, распилов. И фактически любые такие конфликты, которых мы помним было очень много на постсоветском пространстве, фактически замораживались. И заморозка этих конфликтов привела к чему? Их нерешенность в течение десятков лет
приводило рано или поздно к вооруженному, открытому вооруженному конфликту. То есть не к решению этого конфликта, а какой-то человеческой трагедии. То есть такая как бы, ну, это была осознанная, видимо, стратегия Москвы подмораживать конфликты. Не помогать в их решении, а подмораживать их. То есть либо идти на обострение. Это можно проследить во всех буквально случаях, в том числе в Карабахе. Да. Я хочу добавить, что Москва изначально избрала стратегию поддерживать Грузию, а на Южную Осетию, Абхазию оказывалось давление. Это уже, наверное, 93-4 год, когда Москва выбрала все-таки уже, ну, понимая, что Грузия не может вот так военным путем забрать Южную Осетию, Абхазию, понимая, какое социальное напряжение все-таки будет, особенно на Северном Кавказе, ввиду тех событий, там, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, где массово население сочувствует абхазам. А в Южной Осетии и Северной Осетии. Тут и так был поток беженцев большой, и тут была гуманитарная катастрофа фактически. И только после этого вот Москва решила замораживать. Про это, кстати, очень многие забывают, что изначально Москва, особенно когда к власти пришел Шеварднадзе, как бы они его прям поддерживали. Ну, свой чувак. Как бы с ним, там, понятно, что с Гамсахурди они договориться не могли, а вот со Шеварднадзе какие проблемы. Ну, слушай, это такая двойственность в отношениях, она опять же была во всех регионах видна. В соседней со мной, я одессит, вырос в Одессе, у нас рядом разгорался Приднестровский конфликт. И фактически, да, происходило что-то подобное. С одной стороны, значит, Москва делала ставку на Приднестровье и поддерживала Приднестровье. А с другой стороны, рассматривала Молдавию, ну, как часть Советского Союза, продолжала рассматривать. И оказывала влияние на власть в Молдове. Ставка на одну или другую сторону, вернее, две противоречащие ставки, постоянно приводили к конфликтам. Но, видимо, это было какой-то частью стратегии. Типа там мы разделяем власть, что-то вроде того. Но это разделяя власть и нерешенность конфликта. Но оно давало оперативный простор для деятельности, то есть ты можешь шантажировать как бы Кишинев там какими-то действиями Приднестровья или наоборот Приднестровья действиями Кишинева. Но в конце концов, ну, я уверен, что рано или поздно это приводит к большой беде. Собственно, что касается Южной Осетии, у меня личные впечатления, они в 2008 году, в августе, я возил в Цхинвал гуманитарную помощь. И в очередной раз тогда убедился, что создание таких серых зон, нерешенных конфликтов, таких непризнанных государств, территорий, оно приносит людям очень много горя. Да, как бы им сложно очень выйти из этого цикла ненависти, знаешь, когда взаимные артиллерийские удары, взаимные убийства, какие-то, значит, террористические атаки очень напрягают отношения между народами. Очень сложно как бы подняться над этими эмоциями. Но тем не менее, с каждым годом, ну, жизнь людей в этих зонах становится хуже и хуже. Потом это было на Донбассе, видели, потом было в Карабахе, в конце концов, закончилось тяжело. И в Южной Осетии я обратил внимание на крайнюю нищету населения. Мы привозили гуманитарную помощь, и ее разбирали, разрывали там за считанные часы. Огромные фуры, там 5 фур привезли, значит, собирали всем городом Одессы, телемарафон устроили, значит, люди приносили деньги, те продукты и предметы быта, которые мы просили. То есть речь идет о том, что это были не сколько там бэушные вещи, бывшие в употреблении, сколько просто по списку покупали, там, допустим, детские памперсы, да, там, ящик, и приносили его, там, значит, огромную упаковку этих детских памперсов и складывали. Но что меня шокировало тогда, когда мы приехали в Цхинвал, то первым делом встретились с администрацией. И нас встретили очень холодно. Посмотрели на, значит, этот груз 5 фур, фыркнули и сказали, нам такое не нужно.
нам, мол, ношеные вещи не нужны. Да какие ношеные? Там, посмотрите, у нас все вот четко по списку. То, что как бы было необходимо людям, потому что мы там прочитали там, в публикациях. А потом мы узнали, что большая часть этой гуманитарки шла, ну, как говорится, налево. Она продавалась там какими-то путями. Это были стройматериалы, обогреватели, там что-то такое. И, в общем, такой в разнобой груз, когда есть и детские вещи, и памперсы, и, значит, стройматериалы, они не представляли никакого интереса для администрации как актив. Да? То есть ты не сможешь выйти на рынок и продать фуру разного типа вот этих товаров. То есть, если были бы только стройматериалы, их бы это устроило. Да. И, в общем, мы как-то были очень неприятно удивлены, расстроены даже. И, значит, что сделали? Вопреки, ну, запретам, мы же все-таки из Украины, поэтому к власти относимся с некоторым скепсисом, да, всегда. Значит, мы поехали в села напрямую, вывезли свои эти машины, открыли борта этих машин и показали, можете разбирать. Ну, вот, как бы в открытую, на улице. И люди были невероятно счастливы. То есть это все разлеталось. Я понял, что снабжения там никакого не было, что они жили в этой жуткой нищете, не видели там элементарных каких-то предметов там, быта необходимых, да, ширпотреба. Там, ну, понятное дело, что в новостях, как бы, как правило, винили в этом грузинскую сторону, которая там блокировала этот регион, но, в общем, со стороны России тоже можно было поставлять эту продукцию, но этого не было. В общем, это было очень яркое впечатление такое. Разговаривая с людьми, я понял, что они очень негативно, ну, резко негативно относятся к своим властям. Я помню тогда, какой ты был, вроде как лидер. Да, Эдуард какой-то, да. Да, и большая часть их говорила, вот, чтобы русские, мол, дали нам какого-то генерала и выкинули наших, значит, вот этих вот независимых руководителей. Люди хотели опять стать частью большого государства, там, получить какую-то понятную, стабильную картину вот, будущего, жизни. Вот. Ну, И классический я тогда... миф. Придет белый Сахиб и решит за нас все вопросы. Да. Но на фоне, видимо, тогдашней южно-осетинской вот системы власти, даже этот белый Сахиб, генерал, он, конечно, ну, был звезда админуправления, да, такой как гений административного устройства. Вот, поэтому, к чему я веду? Любые эти серые зоны, непризнанные государства, и какие-то, они могут быть очень объединены или мотивированы очень романтичной идеей независимости, там, какого-то особого будущего. Но по факту это зона нищеты, горя и ну, личных человеческих трагедий. Вот. Каким образом решать эти проблемы? Это второй вопрос, мы можем это обсуждать. Но, как показывает практика, ну, в общем, ничего хорошего в этом нет. Как-то это требует какого-то решения. Иногда это решение заканчивается еще большей трагедией. Вон как было недавно в Карабахе. Да. И я как бы хотя бы очень люди близко уехали. к себе. Да, ну не все. Да, хотя, ну да, ну вот, Не все. конечно, масштабных этнических чисток, как я понимаю, все-таки удалось избежать за счет того, что население покинуло Карабах. Очень жалко Карабах, потому что я там был, и мне кажется, это одно из самых красивых, интересных мест, где жили армяне. Да, они потеряли большую часть своих территорий, но вот Карабах это был такой как бы заповедник. Да, там с очень живописной природой, в отличие от Армении, сухой, такой немножко сдержанной, не очень яркой страной. Карабах, зеленый, цветущий, был такой действительно жемчужиной. Знаешь, котловина в горах, как бы с зелеными склонами, виноградниками, какими-то фермами, там, винодельными, древними монастырями. В общем, там очень атмосферное место.
Но как бы нужно было, конечно, к этому атмосферному месту, этой исторической памяти добавлять политический прагматизм, то есть понимать, к чему это ведет, к чему это может привести, и стараться эту ситуацию перехватить, инициативу какую-то проявить. То есть там, допустим, в период максимально выгодного своего политического положения пойти на переговоры с врагом. Да? Обычно люди, которые выигрывают войны, как бы им сложно себя самих или своих сторонников убедить в том, что в момент нашего триумфа нужно идти на какие-то поблажки к противнику. С какой это стати? С какой Ну стати? вот первый Опьяни- президент Армении как раз таки и говорил, что я, в принципе, за то, чтобы отдавать вот эти буферные территории, которые мы зачистили, обратно Азербайджану, но если такое решение я предложу, меня улица снесет. И он как бы предвидел, я смотрел в YouTube его интервью, вот как раз там 95-й или 6-й год, и он как бы предвидел, что, ну, прям сказал, у Азербайджана есть нефть, он будет ее продавать, зарабатывать деньги, вкладывать их в вооружение. Рано или поздно это все сложится в не нашу пользу. Ну, как в воду глядел. Оказалось так. У меня была связана с этим личная история. Я должен был полететь в Карабах. Ну, тогда только начиналось движение военкоров, и я как бы был Мгм. одним из трендсеттеров этого движа. И вот я должен был полететь в Карабах, но что-то там как-то не сложилось. В общем, я был в Сирии и очень сильно заболел коронавирусом. Подхватил какой-то, как они называли там, иранский штамм. И поэтому вместо того, чтобы быть на месте, я, лежа в постели, значит, в некотором бреду там в Дамаске, на квартире писал посты в Телеграме, тогда только, значит, начал его раскручивать. И примерно предположил, что будет происходить с Карабахом, исходя из виденного мною, ну, как бы в Сирии, боевых действий в Идлибе, Африне, да, исходя из того, что я понял об устройстве турецкой армии, об их там стратегических и оперативных Ну, ты, то есть воочию особенностях. наблюдал, как они Мгм. работают. Мгм. Ну и примерно предположил. Собственно, так потом впоследствии ситуация развивалась. То есть они сначала подавили ПВО, заняли господство в воздухе. Ну, с той лишь разницей, что в Африне ПВО не было, в Курдском, но тем не менее. Короче, потом выбили технику, потом, значит, прошли какие-то группы спецназа, заняли ключевые точки. Ну и, в общем, примерно так себе вот это и дело описал. Я помню обвал негатива, такой вал негатива. Меня его в Телеграме смыло этим цунами. Значит, со стороны армян, что ты, мол, не веришь в силу армянского духа, там ты как бы куплен азербайджанскими, как они там называют это, икорными деньгами. Ну, в смысле, Мгм. икра черная, да? А, И да. И корнями за икру продался и так далее. И это был такой вал, что я помню, я в своем телеграме закрыл обратную связь, потому что я не мог уже терпеть этого вот там проклятий, там вот это вот как у вас там на Кавказе положено, значит, оскорбление родственников, там, ну вообще жесть. И я обратил внимание уже тогда очень четко и ясно, как информационная вот среда на людей влияет, как людям кайфово жить в придуманном мире. То есть, несмотря на то, что происходит в реальности, они в этом придуманном мире побеждают, проигрывают, там идет какая-то внутренняя дискуссия, но и то, и другое, и там и негатив, и позитив не имеют никакого отношения к реальной жизни. Они выбирают себе комфортную какой-то мир, где там армяне, значит, сильны духом настолько, что там, их не может даже техническое превосходство противника сокрушить. А они, значит, беспилотники этим силой духа останавливают, ну и так далее. это как этот Бадьяр, И, по-моему, писал книгу «Симуляции и симулякры», вот, напоминает ну, это. да, именно так. Ну, я еще помню, в России это было тоже модное слово, но тогда еще все не до конца понимали, насколько эти симулякры поглотят общество. То есть я тебе могу сказать по нынешним событиям, так как я человек очень погруженный в тему СВО с первых дней. Мгм.
ну, как бы более погруженный, чем 99,9% пишущих об этом. Та реальность, которая как бы была доступна, ну, или виртуальная реальность, которая была доступна широким массам, и то, что происходило там, на месте, ну, как бы, ну, никак не было связано, понимаешь? Никак. Очень сложно было найти хоть что-то достоверно переданное в информационной сети. И этот разрыв между реальностью и информационной средой, в которой мы живем, это одна из самых жестких, актуальных ныне проблем, которая может испортить множество реальных жизней, судеб. Ну, тебе вот эта пелена на глазах мешает принимать корректные управленческие решения. То есть ты Да. на самом деле можешь не то, что в такой ситуации, может быть, даже ничего не делать лучше, чем что-то делать, потому что каждое твое действие будет только усугублять ваше положение. Я поэтому, собственно, и к тебе обратился за просьбой вот рассказать про твой взгляд, как ты извне. Мы здесь в Осетии погружены в свой контекст и варимся в собственном соку. Такая же история в Абхазии. И мы просто иногда, может быть, я не знаю, но кажется, что мы иногда не видим целостно картины. А человек, который не погружен в какие-то вот прям вот местные детали, нюансы, да, он может видеть всю картину в целом. И вот поэтому и вопрос вот этот к тебе, вот на твой взгляд, вот текущее отношение к Грузии и России, ты как оцениваешь и как видишь их перспективу? То есть это сейчас это вообще история, в целом в регионе, да. вообще в целом регионе, в Евразии и в мире, и конкретно в Закавказье происходят процессы такой вторичной интеграции. То есть это что значит? Это когда-то этот регион интегрировался, да, страны объединялись, был период, так сказать, первой волны глобализма, да, российской, потом советской. Произошла потом децентрализация, все страны ощетинились против друг друга, ну, стволами друг против друга, там, пушками, стали, значит, враждовать. Теперь на повестке дня идет повторная интеграция, которая имеет экономический, в первую, а не политический характер. О чем идет речь? Мы как бы регулярно слышим там новости о китайских там логистических программах, все эти один пояс, один путь, объединение разных стран экономическими логистическими маршрутами, север-юг. Это наиболее актуальная сейчас тема, и каждый локальный конфликт и каждое противоречие должны разбираться именно вот в этом контексте. То есть как любой народ, любая страна и регион может быть подключен к этой системе взаимопроникновения и интеграции. Понимаешь? То есть если осетины могут себя найти как значит, какое-то связующее звено между Закавказьем и Россией, и там Северным Кавказом, значит, перед ними раскрывается шанс, и шанс как бы сохранить себя в будущем, получить всплеск в экономическом развитии, получить какой-то подъем национальный в том числе. Ты говоришь про обладание субъектностью, то есть. Субъектность это очень громко, конечно, сказано, но да, в каком-то смысле вот принять такое решение, исходя из имеющихся перспектив. Если стараться отгородиться от этих перспектив, сказать нет, мы как бы нам это не подходит, мы же будем жить своей особой там изолированной жизнью, то это очень плохо закончится. В конце концов, вот эти жернова истории и экономики, они перемелют, особенно небольшие народы. Вот как бы возвращаясь к примеру с Арменией, перед Арменией сейчас страны, которая хоть и небольшая, но больше, допустим, Республики Осетия, да? Да. Слушай, Карабах был сейчас в несколько раз больше Южной Осетии и Абхазии. Вот. 150 тысяч человек, да. Штука в чем? Армяне игнорировали, я говорю армяне, предполагая, что значит у них какая-то вот есть особая вот группа армян, которые вместе сели и решили. Нет, понятное дело, что это такие же общественные настроения, которые очень плохо поддаются модерации, но тем не менее. Значит, они проигнорировали этот процесс
ну, большого объединения и строительства там транспортных коридоров и так далее. И когда у них была возможность перехватить этот процесс и занять в нем особое место, допустим, сказать, вам нужен коридор, да, через территорию Армении, окей, мы построим коридор через территорию Армении, но с интересами самой Армении. И они дождались того момента, когда соседи, большие страны, размышляют о строительстве этих логистических коридоров и маршрутов без учета мнения армян и Армении, без учета их интересов. Понимаешь, в чем штука? Если ты, опираясь на какие-то свои иллюзии, фантазии и обиды, выпадаешь из этого процесса, то все, тебя могут стереть в пыль, в порошок, тебя просто не останется. Несколько сел в горах, может быть, и пару поколений протянут, и все, и закончится это дело. А подхватывать какой интеграционный процесс? Если говорить об Осетии, то относительно недавно я у вас был, ну там в конце прошлого года, и видел, какое масштабное строительство, например, ведется на территории Грузии после Верхнего Ларса. Да, они там в Тушете строят обходную дорогу через гору, чтобы просто сократить путь на несколько часов. Не знаю, что они там строят, да. Но по крайней мере, официально. Огромные объемы строительства, там, техники, там, с китайскими какими-то надписями. Видимо, много китайских рабочих, судя по их, значит, фейсам. И я вижу, что этот процесс Грузию захватил. И да, действительно, там какие-то транспортные коридоры строятся через ее территорию. Потом, значит, маршруты из Азербайджана в Турцию, обходящие территорию Армении. В общем, там явно какая-то движуха очень активная, это логистическая, назревает. И можно, конечно, сказать, нет, значит, мы, осетины, требуем, чтобы этот процесс никак нас не касался. У нас есть своя такая национально-культурная автономия, историческая. Да, вот мы как бы в этих своих горах постараемся ее сохранить, как сохраняли ее там многие поколения до того. И в конце концов это будет иметь обратный эффект. Когда эти жернова, они сотрут Осетию окончательно. Вот и все. Ну вот вопрос такой, ты видишь эти нависшие жернова? Ну, то есть тебе кажется, что они есть? Или пока нет там перспективы? Нет, ну в ближайшие годы нет. В ближайшие годы можно спокойно жить. Но нужно же думать на дальнейшую перспективу. Рано или поздно эта интеграция произойдет. И тогда, если ты в эту интеграцию не включен, если ты не занимаешь в ней какое-то свое особое место, если осетинский бизнес в этом не участвует, если там руководство республик в этом процессе никак не учитывается, то, соответственно, и жернова эти просто задавят и проедут дальше. Понимаешь? Я тебя очень хорошо понимаю, потому что сейчас я наблюдаю такую картину, что со стороны Грузии, официальные лица Грузии, там молодые ребята, которые там в 2000-х годах отучились в европейских вузах, и другая группа молодых ребят, которые отучились в российских вузах. Чаще всего это, правда, очень умные молодые ребята, специалисты высшего класса, и они уже начинают представлять грузинское государство. То есть у них есть вот эти две ветки. Кто в Европе отучился, кто в России отучился, и они уже начинают занимать какие-то ключевые посты. И потом смотришь на управленческую элиту Южной Осетии, и, к сожалению, да, я вот понимаю, что если стороннего, человека, который там не болеет за Осетию, почему, в принципе, кто-то должен болеть за Осетию, да, это тоже большой вопрос. Вот стороннего человека зовешь и просто ставишь там двух министров или двух крупных чиновников, да, там грузинского и южноосетинского, скажем так. И тут симпатии, очевидно, на чьей стороне бывают просто из чувства того, что ты видишь, когда человек разговаривает на нескольких языках, как-то человек, что он является специалистом в какой-то конкретной сфере. И потом наша сторона, где ты понимаешь, что, как мне сказали, что большая часть чиновников Южной Осетии это люди, которые за пределами Южной Осетии в лучшем случае могут устроиться на позицию офис-менеджера, завхоза. И при этом
И если грузинская сторона так или иначе, с успехом или ну, не всегда, но по крайней мере какая-то часть вот этих ребят, они интегрируются в государственный аппарат, то молодежь Южной Осетии, которая вот имеет целевые места, МГИМО, крутые вузы, они просто не возвращаются, опять же, не потому, что не хотят возвращаться, а потому, что реально их никто не хочет там видеть. Ну, потому что это же местам Ну, надо отдавать. ты понимаешь, чем это закончится? Представляешь, в какой-то момент чиновник молодой, но к тому времени уже зрелый, из России, Грузии, Турции, Китая встретятся. Может быть, они даже встретятся в Осетии самой, да? В гостинице или Ну, там в офисном центре. ты сейчас шутишь, а буквально была недавно встреча, неофициальная встреча на Верхнем Ларсе, и почему-то там не было южно-остинской стороны. Ну, Вот, потом сказали, то что есть, встреча видишь, неофициальная, да. вы там не нужны. Понимаешь, какая штука? То есть они встретятся, я хотел как раз сказать, договорятся и вообще забудут о вашем существовании и скажут так, что там, какой-то там исторический памятник, объект, да, заколебали. Слушайте, дорога должна пройти здесь. Мы посчитали, здесь лучший маршрут. И, в общем, пожали руки, договорились, и ваши интересы нас совершенно, и ваши там исторические боли и чаяния нас совершенно не волнуют. Я пытался тебе сказать, что это произойдет там через 5-10 лет. Нет, видишь, уже договариваются без учета вас. То же самое происходило и с Арменией. То есть в какой-то момент нужно понимать, в ключевой момент истории, значит, развилка, что либо ты идешь, остаешься таким, как бы так сказать, заповедником историческим или там историческим музеем этнографическим, да, который рано или поздно все равно разъедется, разбежится и сотрется с карты. Да, либо ты будешь проявлять инициативу и участвовать в этих процессах актуальных, мировых. Да, да, это как бы несет определенные риски, да, что там, произойдет в какой-то степени ассимиляция, там, слияние, там, я не знаю, с какими-то другими народами, может быть, частичное растворение, но, тем не менее, ты сохраняешь ту субъектность, о которой ты говорил. То есть ты свои национальные интересы или этнические интересы, ты успеваешь в этот уходящий поезд забросить, да, и с ним Ну, поехать в будущее. ты хорошо сказал, я коротко просто это сформулирую для зрителей, что отсутствие инициативы от Южной Осетии приближает крах остинской государственности. Вот это проблема в том, что реальной инициативы нет. Я, например, ну, поскольку тоже занимаюсь, вот, как сказать, информационкой, так скажем, как хобби, я обратил внимание, у меня было всегда ощущение, что грузинская пропаганда на Западе, то есть грузины очень круто себя репрезентуют вот в социальных сетях, там, в проектах, и мне казалось, что она непобедимая. Но потом я, ну, вот, сидя в Твиттере, а Твиттер это все-таки главная соцсеть мира, где ключевые спикеры сидят, я понимаю, что ну, буквально небольшой командой из 15 талантливых ребят, хорошо знающих английский язык, вот просто можно этот миф деконструировать. Но проблема в том, что, например, там Министерство иностранных дел Южной Осетии, оно не будет заниматься репрезентацией Остин за пределами России. То есть их, в принципе, устраивает то, что мы как бы, ну, там мы черная дыра. И когда ты какой-то факт о Южной Осетии публикуешь, там люди с значками PhD, они просто радуются, потому что вот, а где еще информацию про вас найти? То есть вот абсолютно в информационном плане нас как будто бы не существует в англоязычном пространстве. И это не так сложно исправить. Это не какие-то это не миллиарды рублей, я даже думаю, не десятки миллионов рублей в год. Да? То есть это зарплата там 5-6 человек и еще там 5-6 инициативных человек подключить. Но инициативы нет. Никто не понимает, зачем. Слушай, ну инициативы нет, это беда в целом цивилизационная или общенациональная в смысле российского государства. Скажи, пожалуйста, а Москва, которая, ну, объективно является для Южной Осетии высшей инстанцией, она эту инициативу бы как-то поддерживала? Просто в системе власти российская инициатива это, ну, страшнейшее преступление, которое хуже, чем там
неэффективность, там, провалы, обман, я не знаю, хищение. Вот все это не дотягивает до инициативы по степени, так сказать, Я с тобой наказуемости. согласен, и я долгое время думал так. Вот правда думал так. Я понимаю, что какой-то уровень инициативы, который уже выйдет за какие-то рамки, какие-то красные линии, вот, те самые, возможно, уже последует сигнал. Да? Но, по крайней мере, от ребят, которые работали в правительстве в Южной Осетии, я не раз слышал о том, что там собирается какая-то комиссия, едет в Москву, и осетинская сторона должна представить свой проект там тарифов или чего-то. Астинская сторона говорит, как нам это сделать. На что профильное ведомство, там, Минэк или Минфин, они говорят, ребята, сделайте это хоть как-нибудь. Вы суверенное, независимое государство, вы должны нам хоть что-то представить, чтобы мы вас подкорректировали. Тут, знаешь, тут до того уровня, когда тебя уже скажут, так, ребята, тормозите с этой инициативностью, еще очень далеко. Понимаешь? Вот просто невероятно далеко. Я не думаю, что кто-то из администрации президента будет звонить в Южную Осетию и говорить, а ну вот у вас там 5 аккаунтов в Твиттере, немедленно их удалите. Ну, это бред. И я тоже долгое время пребывал в мифе, что вот от многих российских чиновников, слышь, нам Москва это не разрешит. Но это в какой-то момент стало способом просто ничего не делать. А ты объясняешь, а почему это нельзя сделать? Нам Москва это не разрешит. А почему это нельзя сделать? Ну, нам Москва это не разрешит. Я говорю, ты хочешь сказать, в Москве реально есть дело, как вы улицу назовете? Ну, ты нормально или нет, понимаешь? То есть, а в какой-то момент, всегда же, вот здесь же из Москвы есть какой-то особый куратор, который следит за Южной Осетией. А потом, погружаясь вот в эти процессы, ты понимаешь, что кураторы отстают на дня два. Я вот сейчас скажу условно шутку. Ну, например, иногда кураторы узнавали, что президент Южной Осетии проиграл выборы через 2 дня. Ну, настолько у них есть интересы погружения в Южную Осетию. Каждый раз кураторы ошибались с очередным президентом, говорят, вот он выиграет. У нас же не один президент, только Кукойты, ему удалось досидеть 2 срока, и то под конец его было то, что называют снежная революция. Потом были скандальные выборы, которые отменяли, а потом каждый следующий президент не мог второй срок выиграть. Со всеми ресурсами административными не мог занять президентское кресло. То есть каждый раз выигрывает протестное голосование. Но этот запал, он тоже, к сожалению, исчезает. Вот прям очень сильно. Тут еще, знаешь, какой парадоксальный момент? Твое вот мнение очень интересно. Ты понимаешь, я долгое время в Твиттере выслушивал шутки от грузинских пользователей, что какая у вас демократия. Ну, что вы? У вас попробуйте митинг провести, у вас на улице людей бить будут. Я им объяснял, ребята, мы каждый раз президента меняем. И сейчас в Грузии происходит вот это, и я вот просто как бы делаю а-ла Верды, и я понимаю, насколько исторический процесс нелинейный. И мне кажется, что вот из этой, скажем, ну, Грузия становится более авторитарным государством, мы могли бы какие-то хотя бы пиар-плюсы выиграть. Ну, просто меня раздражает позиция, что мы просто смотрим на это со стороны. Знаешь, как вот, там идет битва дракона, там, не знаю, с Годзиллой, вот, как ты говоришь, а у нас здесь своя архаичная жизнь. Вот это нас не касается. Ну, у меня, как ты понимаешь, ну, своя боль. Я из Украины выехал в 2013 году, еще до Майдана. И из-за уголовного преследования, признаюсь. Ну, у тебя Вот. И, политическое преследование было, по факту. ну, типа того, да, я был политтехнолог пророссийских проектов, но вылетел из страны еще до того, еще при Януковиче. При Януковиче это было тоже преступление значительное, потому что в стране должен был быть единственный, один пророссийский политик, это Янукович. Ну, или там партия регионов. Все остальные находились в зоне риска. Извините, я Вот. перебью, И я один раз человеку объяснял, что ты понимаешь, что в России агитировать за Путина без разрешения сверху тоже запрещено. Просто если какой-то человек начнет в России агитировать за Путина, скорее всего, ну, у каких-то органов возникнет мнение, что он или больной, или какой-то провокатор. Потому что он это делает без разрешения. Вот это такая же ситуация, да. вот, ну, да, там какая штука, что если пророссийский политик это Янукович, значит поле пророссийских проектов должно быть зачищено.
Вот, и, ну, так примерно и происходило, если детали выбирать. И я к чему? Что всю эту особенность и специфику российской политики в ближайшем ближнем зарубежье и как бы игры на чужих досках, я это прочувствовал, прожил это, притом с разных сторон. То есть я был там, в Украине, Молдове, Закавказье, и, кстати, в Грузии был какое-то время там, в командировках. И я прекрасно понимаю, насколько она ущербная, насколько она не соответствует моменту и почему она приводит к катастрофам регулярно. Ну и единственное, что сейчас, глядя на Грузию, я понимаю, что, ну, наверное, выводы сделаны. То есть сейчас это попытка решить проблему грузинскую, она более интересная, более тонкая, чем все, что происходило до того. То есть без танковых колонн на столицу, скажем так. Меня это немного пугает, но с другой стороны, я каждый раз понимаю, что вот Грузия в исторической перспективе каждый раз подходила к тому, что она могла решить вопрос, в принципе, с Абхазией и Южной Осетией с помощью так называемой soft power, да, или экономической силы, но каждый раз в последний момент вот этот шовинистический угар не позволял это сделать, и начинались вот танки. Я вот буквально недавно смотрел, вот мы с Аланом Мамиевым записывали подкаст, и нам Сергей Чеченадзе ответил. И вроде такой прогрессивный парень, такой русскоязычный грузинский блогер. И вот я понимаю, что он даже в своем блоге с нами разговаривал с позиции угроз. Или вы принимаете мирные соглашения, или потом вы понимаете, что будет. Ну, я говорю, ну, в 2008 году было, и что? Вот, не знаю, хватит ли выдержки на то, чтобы не совершить вот этот акт насилия, который в первую очередь вредит грузинскому государству, это факт. Каждый акт насилия в отношении национального меньшинства в Грузии, он в первую очередь вредил грузинскому государству. Вот самая характерная и очень показательная история – это вот попытка решения украинской проблемы со стороны Москвы 2022 года, которая неизвестно чем закончится и понятно в какую сторону вот развивалось все это время. В 21 веке решать военным путем такие тонкие вопросы, ну, если не самоубийство, то ну, точно не вариант. В общем, развитие информационных технологий, экономики и всех там современных каких-то систем связи таково, что проникнуть в другую страну, продвинуть свои интересы, там, найти своих сторонников и так далее, стало настолько просто, настолько легче, чем это было, ну, вот еще в 20 веке, когда там все равно там, национально-освободительным движением в каком-нибудь третьем мире все равно нужно было там как-то оружие подкидывать или что-то еще. Сейчас даже этого не нужно, они там оружие на 3D принтере печатают, я условно. Ну, короче, инструментов такое количество, что вот эти попытки как бы захвата, военных побед или даже наведения так называемого порядка по типу чехословакии. Конституционного порядка, да, наведение конституционного порядка, что Грузия делала в 2008 году. Это скорее, ну, ты попадаешь в западню, в капкан, из которого потом годами не можешь выбраться, который будет как бы ухудшен массовыми там военными преступлениями с разных сторон, там каких-то личных счетов, личной мести, проблем санкционных, там, ты фактически вырезаешь себя из этих процессов международного объединения, глобализации и так далее. Короче, по-моему, это настолько очевидный пример. Россия в этом смысле... Ну, ты знаешь, даже до России мы можем сказать... ну, надо же понять, что Россия это, к сожалению, периферия, как сказать, западного мира. Ну вот, если без купюр говорить. И ты понимаешь, что мы обладаем здесь, к сожалению, провинциальностью сознания.
И долгое время я был уверен, что вот Америка такое супер государство. Ну вот просто там специалисты, там конкуренция и вот такой уровень. И потом мне попались две книги. Это книга Дэвида Финкеля «Хороший солдат» про иракскую войну. И вторая книга, это Уоррик, называется «Черные флаги», ну, террористической организации, которую я не буду называть. Она тоже получила, обе книги получили Пулитцеровскую премию. И вот во второй книге рассказывается про восхождение вот звезды терроризма, реально страшного преступника, талантливого в своем ужасе, Абу Мусада Азаркави. И там рассказывается про, в том числе, воспоминания агента ЦРУ, которая вела его, которая за ним следила постоянно. И вот каждый раз, описывая то решение на те данные, которые она отправляла в Вашингтон, и то решение, которое оно принималось, это не было причинно-следственной связи. И то, как США принимали решение вторгнуться в Ирак, ну, ты знаешь, это такой уровень бреда, да, ну, мы в какой-то момент тоже в нем оказались, но и там, то есть, любое суперкрупное государство, вот этот бюрократический аппарат, он начинает вот эту причинно-следственную связь терять. И ты даже думаешь, Америка, которая обладает вот этой просто колоссальной силой, ну, вот этой мягкой силой культурной, даже она делает вот эти, ну, просто фантастически дебильные ошибки. Недавно Слушай, это Франция открытие лично делала... мое, лично для меня это открытие последних лет. Я до последнего держался, и мне казалось, что это какой-то хитрый план. Ну, знаешь, как у нас хитрый план. У нас не Да-да-да-да. проеб, простите, не провал, а хитрый план. Это такая комбинация, которая в конце концов к чему-то приведет. Но, исходя из вот мы с друзьями как-то обсуждали нашего жизненного опыта, мы выяснили, что хитрых планов не бывает. Всегда, когда ну, какое-то странное действие со стороны там высших администраторов происходит, есть два объяснения. Глупость чья-то или вот тот самый хитрый план. Ну, то есть в 99% это просто дурость. Но в случае с Штатами я держался до последнего. Мне до последнего хотелось думать, что хоть кто-то в этом мире, даже их противник, вот он какой-то особенно умный, и поэтому нам тоже нужно умнеть. Да? Потому что видите, как они хитро. Блин, это просто фантастика. На украинских событиях это стало особенно очевидным. Например, очень яркий момент, значит, это так называемый украинский контрнаступ. Значит, ситуация, напоминаю, в 22 году на фронте была такова, ну, короче, для российской армии, может быть, это в интернет-пространстве было не особенно очевидно, в общем, она была катастрофическая. Как бы здесь рассказывали дурости про наступление куда-то там. Но вот она должна была закончиться катастрофой. Первые звоночки это Харьковская наступательная операция ВСУ и, значит, наступление на Херсон. И мы тогда с друзьями, кто занимается военной тематикой, обсудили, что ситуация для российской армии настолько тяжелая, что спасти их могут только генералитет, войска могут только американцы. Ну, это была шутка, понимаешь? И американцы действительно спасли. Они, значит, включились в ситуацию там полностью в ВСУ в тот момент, когда, в общем, они были в таком подъеме. Начали переформатировать под себя. Объявили о поставках вооружения через полгода. Эти полгода дали возможность, значит, российской армии собраться силами, объявить мобилизацию, там, закрепиться, отступить с правого берега, где все как бы катастрофой грозило. Значит, выстроить эту линию обороны, сформировать значит, в одной частной военной компании из зэков штурмовые подразделения, то есть все это подготовить. И после этого уже встретить украинское контрнаступление, которое разбилось об стену с большими потерями. Понимаешь? И это сделали американцы тогда, которые, действительно, даже первое время боролись значит, с британским влиянием на Украине. Что-то там они, значит, за власть друг с другом пикировались. Одних сажали значит, противники, других сажали. В общем, там, как бы, вы, наверное, не погружались, но шла, значит, лютая такая внутренняя борьба между условными агентами Лондона и агентами Вашингтона. И мне тогда казалось, что это какой-то хитрый план.
Ну, значит, американцы просто таким образом затягивают конфликт, то есть они как бы помогают Украине, но не так, чтобы она хоть где-то победила, да? А потом почитал о том, как они приходили к этой, значит, стратегии. Это действительно они на полном серьезе рассчитывали на успех этой операции. То есть это был не хитрый план, это была жуткая глупость. Ну, например, там они поставляли танки, притом в небольшом количестве, но при этом забывали инженерную технику для разминирования поставить, да? И гнали эти танки на уже заминированные за полгода российские, да, оборонительные линии. И как бы для них это для самих было некоторым шоком, открытие. То есть я вдруг обнаружил, ну, то есть произошло крушение авторитетов, что это не хитрый план. Это, ну вот да, они такие есть. И тут же стал обращаться на как бы, предыдущие свои соображения. Я помню, что когда читал, значит, американских советологов, например, мне очень понравился, такой был дед, сейчас ему там, по-моему, 90 лет, ну, как у них там часто это бывает, ЦРУшник, который курировал работу СМИ значит, там, «Голос Америки», да, который вещал на советское пространство, а потом на постсоветском пространстве курировал СМИ и в Закавказье, кстати, и на Украине. Пол Гоббс его звали. В общем, он настолько тонко чувствовал все эти моменты, значит, этнические, политические на постсоветском пространстве, настолько погружен, его читаешь как, ну, как бы сильного мыслителя в первую очередь, который раскладывает своего противника на вот его психологию, на составляющие. Любое интервью, любая статья, ну просто гениально. Ты думаешь, блин, он как бы открывает мне глаза, да? Это было когда-то. И тот же Пол Гоббс говорил, что в общем трагедия в том, что даже из его рук дела некому передать. Понимаешь? Вот закончилось когда-то их поколение, там 10 лет назад, и все, обвал. То есть произошел такой интеллектуальная катастрофа в американских всех этих структурах аналитических, да, там, в политических, которую мы, собственно, видим сейчас по телевизору, итогом политтехнологической всей этой работы, вот два кандидата, как бы 80-летних. Это же показатель, что вот смотри, у нас есть страна, которая является оплотом демократии, где очень конкурентные выборы каждый раз. И ты понимаешь, что в этой конкурентной среде вы реально находите вот двух людей, которые вот-вот умрут, и других кандидатов больше нет. Это же реально ужас. Это в каком-то смысле Америка гегемон, современный гегемон. И в каком-то смысле это пугает, потому что как бы мы ни любили гегемона, если он обрушится, накроет всех. То есть обрушение гегемона всегда несет огромное количество конфликтов по всему миру. И, кстати, я хотел тогда в связи с этим спросить, а не находишь ли ты с тем, что вот там политическая элита Грузии в какой-то момент поняла, что ну вот этот Запад, на который мы молимся, да, что ну, он не такой. Ну и уже по факту в 2008 году кинули во многом. Ну, слушай, то, что король голый, вот этот гегемон голый, было понятно не только в критические моменты, как вроде 2008 год, а просто когда ты занимаешься управлением, ну, страной, вот, например, Грузии, средней, небольшого размера, у тебя есть, ну, перечень определенных задач, проблем. И твои партнеры, вот США, они не могут решить их. Это не только вопрос безопасности, но элементарно там поставок товаров широкого спроса, там, да, потребления. Значит, обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение там каких-то логистик, поставок дешевых энергоносителей и так далее. Ты в определенный момент замечаешь, так, большая часть товаров у меня на рынке китайские, инвестиции у меня российские, газ у меня российский. Там самая серьезная военная сила в регионе у меня Турция. Я не знаю, образование, все там дети или кто-то там уезжают в Европу. А Штаты здесь кто? Что они могут мне дать? Какие вообще рекомендации они могут мне дать? Как правило, это какая-то дурость, связанная с там, продвижением ЛГБТ или что-то еще. То есть в определенный момент ты замечаешь, что вся это твое как бы, влияние американское, гегемон, это пшик.
что этот гегемон голый, он тебе кроме кино голливудского не может ничего предложить, ну или там кредит МВФ. И то этот кредит МВФ выходит боком, да, потому что вместе с ним пойдут очень странные Требования, реформы, требования, да, МВФ. И в какой-то момент ты замечаешь, что, ну, это касается не только Грузии, а любой африканской страны. Ты думаешь, стоп, а зачем они мне вообще нужны? Да? Как правило, ну, там, мне больше знакома ситуация, наверное, даже не с Грузией, а как бы вот страны Азии, Африки. То есть они в какой-то момент обнаружили, что выгод подключения к этому миру американоцентричному у них нет. Но у них за бесценок покупают или добывают полезные ископаемые, вывозят, контролируют логистику и не влазят вообще ни в какую вот эту вот ерунду, потому что после процесса деколонизации, прошедшего в 20 веке, страны Запада старались максимально свою ответственность за социальные процессы как в этих странах, происходящих в Африке, например, с ее невероятным ростом населения, максимально от них отстраниться. И оказалось, что руководители этих стран остались один на один со своими проблемами. Вот у тебя там 10 лет назад там жило 20 миллионов человек, а сейчас 30 миллионов человек. Ты представляешь, плюс 10 миллионов человек, которых тебе нужно как-то кормить. Если ты их не кормишь, то никакие вооруженные силы не помогут тебе, они пойдут на дворец и сметут тебя за считанные часы. У тебя масса проблем, которые связаны совершенно вот прагматичными, понятными интересами. И твой гегемон И тут не приходят предлагает китайцы. никаких... Да, и я к чему говорю. Или индусы, или эмиратчики, которые сами по себе очень интересное такое формирование. Значит, они, как и Катар, как и Китай, это такие корпорации. Понял? То есть у них западные инвестиции, старые так называемые деньги, в них в свое время зашли. Но они ими распоряжаются намного эффективнее, чем все эти западные компании, ограниченные своими странными заморочками, требованиями и всевозможными новомодными фишками типа вот, упомянутого ЛГБТ. А там очень прагматичные ребята, которые все эти инвестиции направляют в нужные критические точки. Вот недавно, значит, самый яркий момент, который мне кажется очень характерный, как был эмиратчиками разрешен конфликт сомалийско-эфиопско-сомалийский. Да, у них же долго конфликт, да, на границе длился конфликт. Да, значит, так получилось, я в двух словах опишу. Эфиопия, очень большая, многочисленная страна, оказалась отрезана от моря. Да, и, соответственно, инвестиции китайские не заходят, с меньшей эффективностью заходят в Эфиопию, хотя там очень много населения, рабочей силы, она относительно по африканским меркам продвинутая. То есть, условно говоря, там можно было разместить и производство, там, и то, но... И население образованное. Есть, значит, ограничения чисто логистические. То есть, ты должен вести все эти товары, завозить, вывозить через порты, которые ты не контролируешь. Например, через Джибути. Это порт такой, который все время там французы, американцы и так далее. В общем, там все и китайцы там сейчас расположены. Но это как бы рискованная точка. Туда вроде построили дорогу китайцы. Но есть Эритрея, отторгнутая от Эфиопии, приморская зона, территория. Там свои очень странное политическое устройство. И находится вот зона непрекращающейся борьбы Сомали. Внутри Сомали есть несколько разных частей. Есть британская Сомали, старая, и, значит, итальянская Сомали. Кроме прошлого колониального, у них отличаются этнографические, в одной живет одна этнографическая группа, в остальной другие. Там, как бы эти сомалийские союзы племен, назовем их так, они жутко друг друга не любят, поэтому любые попытки из них собрать одно государство приводят либо к геноциду, либо к развалу. Что сделали эмиратчики? Эмиратчики полетали по всем странам региона. Прилетели в Эфиопию, договорились, что в случае, если отвалится британская Сомали, с старыми портами, еще в советское время, порт Бербера, который строили. Значит, Эфиопия признает и поможет британскому Сомали отбиться от остальной части Сомали. Так? И свое военное присутствие там обеспечить. Прилетели в
британскую, ну, прилетели, значит, провели работу в британском Сомали, что в случае, если они помогут им получить независимость и признают независимость от других нелюбимых ими сомалийцев, то они отдадут порт на берегу Аденского залива. И, в общем, вблизи к Аденскому заливу. Значит, в конце концов провели такую очень эффективную работу и объявили о том, что британская Сомали объявляет о независимости. Его признает Эфиопия. Эфиопия вводит туда войска для поддержки, а Эмираты получают на шару порт, куда строят дорогу и обеспечивают выход из эфиопской экономики, выход в море. Да, в современный хороший порт, с которого теперь будут зарабатывать эмиратчики. Вот ты представляешь себе, на одной как бы дипломатической какой-то схеме они умудрились совершить такой прорыв. Через их активы будет осуществляться связь между Китаем и Эфиопией. Это, по-моему, гениальный способ решения конфликтов. То есть ты находишь разные, как бы враждующие десятилетиями друг с другом стороны, находишь у них общий интерес и помогаешь его реализовать. И умудряешься при этом с этого собирать сливки. Ты представляешь себе? То есть там... То, что Арабские Эмираты за последние годы не только в вопросе, то, что они Дубай, вот все же любят, говорят, вот они построили Дубай, да, а то, что они в вопросах финансовой инфраструктуры и в вопросах своего влияния в регионе, как они его нарастили, они построили виртуальный Дубай гораздо больше реального Дубая. Да, и там не только Дубай. Значит, в Эмиратах есть две конкурирующие портовые структуры. Это Абу-Даби порт и Дубай World. Да. Значит, эти две структуры умудрились построить сейчас десятки портов по Африке и войти в южноазиатские проекты. То есть понял, о чем речь? То есть в таких вот рисковых каких-то, но очень в перспективе прибыльных местах, инфраструктурных проектов, да. Да. Они туда вошли, притом не своими, у них нет армии, у них есть только схематозы. Да? Вот как в случае с Сомали. Воевать за этот порт будет Эфиопия, потому что она четко понимает, зачем ей этот порт. Значит, обеспечивать трафик товарный будет Китай, а зарабатывать с этого будут Эмираты. Ты представляешь себе, мало того, этот порт в свое время строил Советский Союз. И десятилетия он фактически не работал. Минимально. Ты представляешь себе? По-моему, это гениально. Наверное, так надо сказать. Возвращаясь к нашей истории, получается, что вот этот строительство этой дороги, которую сейчас Китай ведет, это тоже такой инфраструктурный проект, в который в данном случае взялись китайцы. И значит, они взялись, они готовы серьезно этот вопрос решать. Я еще один такой феномен расскажу, когда вот все события эти произошли, огромное количество знакомых ребят, они уехали, их релоцировали, потому что они айтишники, работали в западных компаниях, их релоцировали в Грузию. И вроде бы Россия под санкциями, Грузия не под санкциями. И Грузия даже друг западного мира. Они столкнулись с проблемой, что потребительское разнообразие в Грузии несоизмеримо меньше, чем потребительское разнообразие в подсанкционной России. И в итоге у нас люди привыкли к определенным товарам, к определенному качеству товара. Они стали из России заказывать товары, Wildberries, Озон с доставкой во Владикавказ. А здесь организовались фирмы, которые просто забирали эти товары и доставляли им в Грузию. А сейчас, буквально месяц назад, и вот еще раз об этом анонсировал глава Республики Северная Осетия Сергей Миняйло, он сказал, что на территории Северной Осетии будет построен крупный распределительный комплекс Wildberries, где будет работать 8 тысяч человек. Если честно, эта цифра какая-то колоссальная для региона. У нас советские заводы столько рабочих мест не давали. 8 тысяч человек. Я понимаю, что, зачем Wildberries стоит такой распределительный центр, чтобы в Чечню, в Дагестан доставлять? Это бред какой-то. Из Осетии явно неудобнее в Чечню, в Дагестан доставлять, можно было из других точек. И как-то где-то читал новости о том, что Wildberries пытается договориться с Грузией, чтобы выйти на грузинский рынок. И ты понимаешь, что Северная Осетия становится ключевым хабом для доставки товаров в Грузию. И как бы это дает какие-то шансы Южной Осетии, вот Северная Осетия, мы
Ну, по факту Это один то, о чем народ. я тебе говорю. То, о чем я Да, тебе говорю. В этом есть шансы попасть в будущее, а не в попытке отгородиться забором. Вот в чем да, штука. то есть, чтобы Северная Осетия а, диктовала свои условия во время российско-грузинских переговоров. И Именно. такая ситуация была, когда был президент Галазов в 90-е годы, когда регионы обладали реальным суверенитетом, он просто перекрывал дорогу с Грузией. Просто это без Ну, решения Москвы. А да, вот ну сейчас, как бы диктовать сейчас, условия, это громко сказано. В российских условиях диктовать условия ну, могут далеко не все. Одна Северо-Кавказская республика может диктовать условия, но две уже нет. да, ну хотя бы, Я, а если диктовать не получается, тогда у тебя должен быть класс таких людей с таким уровнем дипломатии, чтобы они, как вот эти эмиратчики, продвинуть, могли рекомендовать, да, продвинуть. продвинуть. А такого Да. класса пока не наблюдается. Я могу ошибаться, но вот я то, что наблюдаю. Понимаешь? Но ты понимаешь, какие вот интересные и масштабные процессы идут, что один логистический центр одной сети обеспечивает 8 тысяч рабочих мест. То есть масштаб всего процесса ты себе представляешь? То есть он, Многие ну, не как верят, бы, что вот это реально будет, что реально даст столько рабочих мест, но эта цифра постоянно озвучивается. 8 тысяч рабочих мест. Я недавно переспрашивал главу, да, 8 тысяч рабочих мест. И это для республики, ну, удивительная цифра. ну, понимаешь, какая штука? Чтобы осознать масштаб этих процессов, нужно там, ну, не знаю, в Китай съездить несколько раз на протяжении там, нескольких лет. Увидеть, Гуанчжоу как. какой-нибудь, да. Да, да. Ну, а там не только, там, чтобы ты понимал, это русло этой жемчужной реки, не только Гуанчжоу. Там, да, Гонконг, Гуанчжоу, Фошань, Шэньчжэнь, ну, вот это, там миллионов 50 человек живет в окрестностях, может быть больше. И ты просто становишься на берегу этой реки, смотришь вниз, там залив, я никогда в одном месте столько кораблей, столько одновременно грузов не видел. Просто какие-то титанические масштабы. И если ты через Осетию проведешь, не знаю, десятую долю процента, Микронить, да. да, то это просто какие-то нереальные возможности, огромный трафик, невероятное количество рабочих мест и возможностей, которые перед бизнесом открываются и так далее. И собственными руками этот краник закрывать, ну, во-первых, никто, ну, как бы не дадут. Я тебе о чем и говорил, что сотрут в порошок, как только ты попытаешься там, поставить свой шлагбаум. Этого невозможно. Нужно, наоборот, в этом процессе участвовать. Вот Ты такая знаешь, штука. Про Украину, возвращаясь. ага. Вот все недооценивают этот фактор. Одна из главных, если не основная причина, почему вот эта трагедия на Украине произошла, это то, что Украина своими собственными руками попыталась вот этому процессу противостоять. Фактически из Украины сделали такой барьер на пути вот этой интеграции, понимаешь? Барьер между Европой и, ну, Азией условно, да? И Северной Евразии, и Азии. То есть тот Или прямо барьер, говорить через который. Китая. Да, ну, будем говорить прямо. Ну, там не только Китай, а там еще сейчас Индия, там Иран, там Россия и так далее. В общем, короче, Украина попыталась стать на пути этого цунами. Это наблюдалось в течение там, нескольких лет вполне четко и ясно, когда там перекрывали маршруты для автотранспорта, ЖД-транспорта, значит, блокировали какие-то китайские и российские инициативы там, по заходу на европейский рынок. И в какой-то момент произошел этот взрыв, понимаешь, когда накопившиеся противоречия и конфликты привели к таким страшным событиям, понимаешь? То есть нельзя стоять на пути, нужно как бы этот процесс возглавлять. Как недавно сказал руководитель, я тебе говорил, Stellantis, ну, одной из крупнейших автомобильных корпораций Европы, куда туда и французские, и итальянские марки, и американские даже входят, что мы должны не сопротивляться китайскому наступлению, а включаться в него. Понимаешь? То есть имеется в виду подхватывать этот процесс, размещать производство в Китае и потом свою же продукцию по этим логистическим цепочкам завозить в Европу. Ну, собственно, так это и происходит. И вдруг поперек становится Украина, которая говорит,
Нет, вы здесь не провезете ничего, не пройдете. You Здесь, shall значит, not наша... pass. Да-да-да. Здесь Да-да-да. наша патриотическая, национально ориентированная, культурная автономия, которая, значит, этим не интересуется. Вот это все плохо закончилось. Представь себе, как это может закончиться для осетин. Да, может Ну, быть, без боевых действий, но... я тогда, завершая наш подкаст, А я тебя очень вот... прервал, кстати, ты что-то хотел сказать умное. А я Я... глупости свои. Нет, почему? Я, знаешь, что хотел сказать, что вот этот большой пояс, один путь, да, вот и вот этот джаггернаут, который Китай отправляет вот туда, в Европу, он хочет выстроить этот путь, это такой сумасшедший локомотив. И если, получается, кто-то на пути у этого локомотива встанет, ну, его снесет. Ну, это просто историческая глупость. А, И тут я, знаешь, вот я вспомнил, что я хотел сказать. Ты знаешь, что первая вообще дорогу Грузия перекрыла? На территории около прямо Цхинвала был рынок, ТЭК назывался. Это был такой черный рынок, на нем шла торговля между Грузией и Южной Осетией, ну, контрабанда, прочее. Есть даже исследование американское, где они оценивали этот рынок, ну, там, месячный оборот, там, несколько сот миллионов долларов, что для большая... Это еще 90-е годы, это другие цифры, да, то есть это доллар, который не инфлировал там, вот, как сейчас. И они перекрыли. Хотя именно через этот рынок, скажем так, была некая экономическая грузинская экспансия. Реально в Южную Осетию. Они ее Я потихоньку очень могли погружен в тему, поглощать. ты не забывай, я у вас много раз был, да. Я не могу понять, почему Саакашвили так поступил. Объясняю только тем, что да, у него была задача не сколько поглотить Южную Осетию экономически, мягкой силой, сколько ее намеренно вот демонстративно разнести. Вот, наверное, у кого-то, у его партнеров или у самого Саакашвили были такие вот бздыки, знаешь, эмоциональные решения, которые многим людям напортили жизнь. Но логику этого объяснить очень сложно. Да, действительно, посредством этого рынка он мог съесть Южную Осетию за считанные годы. Ты знаешь, каждый раз, когда начинается какой-то конфликт в этом мире, я с позиции, вот знаешь, такого, я хоть и не марксист, но у меня вот эта марксистская теория, что экономика впереди всего. Я говорю, нет, тут войны быть не может, потому что здесь экономика, здесь огромные деньги теряются, здесь очень состояние потеряется. Этого никто не позволит. Потом начинается конфликт, экономика летит к черту, и ты понимаешь, что ты переоцениваешь системы. В системе всегда есть фактор ошибки, фактор эмоционального решения, и есть человеческий фактор. То есть мы любим наделять человеческие вот иерархии, вот, знаешь, какой-то роботизированной логикой. А там человеческий фактор на каждой позиции. И в итоге Мне кажется, принимается это эмоциональное ошибка решение. в том плане, что ты пытаешься выстроить линейную причинно-следственную связь. Вот есть экономический интерес, есть политический интерес. Но она не линейная, потому что экономические интересы могут противостоять каким-то политическим, поджимать их и вопреки даже экономическим интересам что-то совершать. То есть там нелинейная логика, она намного более сложная. Это тема для, наверное, большого Следующего разговора. подкаста. Да. Игорь, тебе большое спасибо, что ты вот для нашего канала, маленького регионального канала, согласился на подкаст. Я надеюсь, мы еще с тобой не раз поговорим, поскольку я знаю, что ты так или иначе наблюдаешь за, скажем, тем, что Китай делает в Грузии. И я бы хотел тебя попросить, если это можно, внимательно за этим следить, а потом в нашем с нами подкасте делиться своим мнением по этому вопросу. Поскольку иногда извне гораздо лучше видно, чем вот тут сидя внутри. Спасибо за приглашение. Я очень люблю и Кавказ, и в частности Осетию. Я неоднократно был, у меня там много друзей. Владикавказ мне очень нравится. Я помню, что когда-то даже много-много лет назад ездил еще когда был аспирантом Одесского университета, ездил во Владикавказ на научную конференцию историческую. В общем, меня тогда уже впечатлил, мне показалось, что у вас такой особый островок уютный на Кавказе. Вот. Рад буду приехать. Дай бог, чтобы он таким остался. Будем рады видеть.